Так, сегодня 4 июня 2025 года, 16 часов по Берлину, 17 по городу Джохару. Друзья, вас всех приветствую сердечно. Так, а, стрим наш, как обычно, на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Что еще? Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, так как наш канал и мы сами запрещены на территории фашистской России, нам всячески препятствуют. И меня всегда удивляют эти каналы-миллионники, якобы оппозиционные России, которые спокойно вещают, люди там спокойно пишут комментарии, и у них все нормально. И эти миллионники даже никогда не говорят, будьте осторожны там и так далее. Вроде бы их подписчики, вроде бы они борются против кремлевской, российской, фашистской власти. И при всем при этом почему-то они не беспокоятся о своих единомышленниках. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Так, ну, в начале, как обычно, о потерях российских боевиков, русских боевиков в Украине за прошедшие сутки, то есть на 4 июня 2025 года. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1020 боевиков. 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 БПЛА сбито, 123 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот так вот. Сегодняшний свой стрим я назвал «Киев шокирует мир. Удары по России без США. Трамп теряет контроль?» Вопросительный знак. И это очень интересный момент. Трамп так долго пытался договориться с Путиным, что я полагаю, что украинцы начали действовать, не оглядываясь на Трампа. Хотя, конечно же, с США отношения не испорчены. Но теперь они имеют право сказать, а вот у нас есть право обезопасить себя. Ну, еще важная новость, которая есть, да, тоже важная новость по поводу того, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 3 сперва сообщил о том, 3 июня сообщил о том, что сбито 12 самолетов, уничтожено 12 самолетов, когда была проведена операция «Паутина». И затем исправил и указал, что все-таки уничтожен 41 самолет. С чем я вас всех, друзья, поздравляю. С чем я вас всех и поздравляю. А также важно рассказать вам одну новость. В ХДС, Христианский демократический союз Германии, партия такая, призвали к высылке российских дипломатов из Германии. Наконец-то, воскликнул я. Итак, Deutsche Welle сообщает от 3 июня, вчерашняя новость. Зампред комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Кизи Ветер потребовал выслать оставшихся российских агентов. Представитель Христианско-демократического союза также призвал закрыть русский дом в Берлине. Родерих Кизиветер. Немецкий политик, представитель партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Христианско-демократического союза, Родерих Кизиветер,
призвал принять меры в связи с заметным ростом российских кибератак и диверсий. Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов, заявил заместитель председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами в интервью изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник 3 июня. Кроме того, он считает необходимым закрыть русский дом в Берлине и другие учреждения. Русский дом, в числе прочего, устраивает культурные мероприятия и предлагает курсы русского языка. Он управляется российским государственным агентством, которое подчиняется МИД РФ и находится в санкционном списке Евросоюза. По мнению ЕС, это агентство уже многие годы действует как головная структура для сети соотечественников и агентов влияния, а также распространяет кремлевскую пропаганду. Кизеветер меры по ограничению иностранного влияния, а также призвал в дальнейшим мерам по ограничению иностранного влияния, дезинформации и пропаганды. Возможны, к примеру, визовый запрет для туристов, запрет на выступление пропагандистов и отключение пропагандистских порталов, сказал депутат Бундестага от ХДС. Родерих, уважаемый Кизеветер, предложил выпустить приложение для предупреждения о дезинформации по аналогии с немецким приложением для оповещения Нина. С его помощью население могло бы получать предупреждения о кампаниях дезинформации. Было бы разумно создать специальное агентство по выявлению дезинформации. Такое ведомство могло бы самостоятельно бороться с дезинформацией с помощью гибридных методов, добавил он. Друзья, я неоднократно говорил о том, что в России российские агенты здесь, в Германии, концентрируются, активизируются, хотя они и пытаются вести себя подпольно. И, наконец-то, немецкие власти обратили и на это внимание. Я уверен, конечно, спецслужбы делают свою работу на отлично, но не было политической воли, за ними наблюдали. И речь идет не о просто дипломатах, которые являются штатными сотрудниками российских спецслужб, а о низовом уровне агентуры. То есть вся вот эта бандитня, которая здесь существует, и которая под видом бандитов, под видом просто каких-то там беженцев или там каких-нибудь других там, в том числе и религиозные, там, исламистские вот эти направления. Это вся вот эта гибня ГРУшно-ФСБшная или ФСБшно-ГРУшная вот эта агентура, она здесь уже к чему-то готовится, к чему-то большому готовится. И если сейчас не предпринять меры, то может произойти непоправимое. И мы видим, что вот начинают предпринимать меры и начинают вычищать. Русский дом — это такой банд-притон, который под видом защиты русских, русского языка, культурного центра, таким вот образом занимается разведывательной, диверсионной, террористической деятельностью. Я абсолютно убежден, что они занимаются в том числе террористической деятельностью. Так что вот такие вот дела, друзья. Дело в том, что русские считают, что ГДР, Германская Демократическая Республика, это часть их влияния, часть подконтрольна им. После окончания Второй мировой войны они имеют часть оккупации советскими войсками, она называлась, территория была названа ГДР. У нее была своя Штази, это филиал КГБ, который был самым результативным во время холодной войны, во время существования Советского Союза. Но после этого их распустили, руководство осудили.
Но надеялись, что ну, все как бы уляжется, потому что ну, охоту на ведьм никто не устраивал. А следовало бы, потому что КГБ умеет выжидать, умеет заползать под корягу и потом коррумпировать и так далее, и так далее. В конце концов, они ничем не ограничены, в отличие от европейских, западных спецслужб. Российские и русские спецслужбы ничем не ограничены, и они творят то, что творят. И вот сейчас вот происходят такие вот интересные события, интереснейшие события. Это очень хорошо, с чем я вас всех поздравляю, друзья. Это очень хорошо. Но рано расслабляться, потому что очень много, практически любой русский, находящиеся в Германии, так называемые русские немцы, из Казахстана немцы, с России, очень многие просто делали справки, что они немцы этнические. Некоторые делали справки, что они евреи, под видом еврейства они сюда приезжали. И практически любой русский, россиянин, русский, или русскоязычный даже, скажем, да, более шире возьмем, находящийся здесь в Германии, который восхищается российским посольством, Путиным и так далее, это потенциальный агент. А если к ним подойдет человек из российского посольства или же представится российским посольством, от российского посольства, то он и на криминал может пойти, и ну что угодно, не говоря уже разведывательная какая-нибудь деятельность. Это все нужно знать, нужно быть к этому готовым. И нужно понимать, что те русские, которые здесь находятся, вы должны тоже понимать, что вы обязаны этой стране, вы должны этой стране, как минимум не предательством, не измене этой страны. Ваши русские, которые сейчас развязали войну, очередную войну против Украины, совершают страшное преступление наравне с Гитлером, которое было совершено тогда. И просто только лишь потому, что своя рубаха ближе к телу, только если это наш сукин сын, если это, хоть он и сукин сын, но это наш сукин сын, это не работает. Мы живем в цивилизованном мире, мы живем в стране, которая уважает права человека, и мы должны понимать, что вот эта ситуация обернется для всех плохо, для всех. И это никакая не русофобия, абсолютно. Наоборот, русские должны сами выявлять вот эту всю агентуру и выкидывать ее отсюда. Только так мы сможем защитить Германию. Только так мы сможем защитить тех людей и ту страну, которая нас приютила и которая нам помогла. Да, конечно, здесь есть агентура, которая абсолютно ненавидит, и она не для этого сюда приехала, чтобы кому-то помогать, спасать, а наоборот, внедряться сюда приехали. Ну вот, нужно это все видеть и знать. И поэтому, русские, если вы не хотите, чтобы вас всех начали тут огульно обвинять, вы сами должны организовываться и сами вычищать вот эту всю агентуру. И в первую очередь вести пропаганду, объяснять людям. Понимаете? Например, мне легче объяснить чеченцам что-то. Потому что я сам чеченец, и мне чеченцы доверяют. Мне легче мусульманам что-то объяснить, потому что я сам мусульманин. Точно так же и вас больше услышат. Нормально, если вы будете объяснять, нормально доводить до людей информацию, что Россия собирается устраивать здесь террористические акты. И... А это не нужно, никому не нужно. Немцам это не нужно, понимаете? В первую очередь. Нам это не нужно. Вот как-то так, друзья. Поэтому я очень надеюсь, что как можно быстрее русский дом будет закрыт. Я очень надеюсь, что мы, чеченцы, получим там представительство в русском доме или в каком-нибудь консульстве российском, которое освобождено и будет передано нам. Я, например, давно имею такие вот планы.
хотелось бы, скажем так, не то чтобы планы, чтобы мне, моей правозащитной ассоциации, предоставили помещение, которое занимают русские бандиты из ФСБ и ГРУ. Понимаете? Как-то так, как-то так. Как-то так. Что еще? Давайте ваши комментарии. Я, друзья, всех приветствую. Так, власти Германии смотрят твой стрим по ходу. Про агентов и русский дом заговорили. Да, я знаю, что власти Германии и не Германии, и Соединенных Штатов, и Израиля, и Франции, и Великобритании, и все, кому эта тема интересна, и кто занимается русскими бандитами, боевиками, они все смотрят. Администрация, Госдепартамент Байдена смотрит мой канал. Я знал, что смотрит. Ну, мне говорили. Я думаю, что и Госдепартамент нынешний тоже смотрит. Как-то так. Так. Надо выгнать всех агентов русских с Германии. Да, совершенно верно. И еще я бы хотел бы обратиться к мусульманам на русском. Я думал на чеченском обратиться, но здесь есть и другие мусульмане, которые говорят на русском языке. Некоторые под видом чеченцев сюда приехали, беженцы, с родителей приехали. И к ним тоже хотелось бы обратиться по поводу вот этой ситуации, которая, может, нагнетается. Нагнетается, и я надеюсь, этого не произойдет, но с большой вероятностью есть все основания полагать, что Россия готовит массовые террористические атаки на Германию. В связи с этим я обращаюсь ко всей чеченской молодежи, которая смотрит разные сайты, разные вот этих пропагандистов, которые нам тут рассказывают про там религию, про ислам, про там джихад, про священную войну там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь проживает 5 миллионов мусульман, которые живут очень давно здесь. Многих миллионы приняли недавно, когда в Сирии было очень тяжело. Именно Германия протянула сирийцам руку помощи. Именно чеченцам протянула в том числе руку помощи. 50 тысяч чеченцев проживают в Германии. 50 тысяч. Это большое число для нас, для нашего народа. Всего в Европе проживает около 300 тысяч. И 1/6 часть из них проживает в Германии. Нас никогда не обижали здесь. Нас никогда не ущемляли здесь. Германия относится, я человек, который прожил в России, могу сказать, что относится к нам так, как никогда Россия не относилась к нам. С большим уважением. Наших родителей и нас самих они лечат. Они нашим детям дают образование, обеспечивают социальным пакетом, страховкой. И за все это время никогда немцы, хотя были случаи, когда депортировали, потому что Россия запросы делала и нас представляли радикалами. И тогда с Россией были хорошие отношения у Германии. Но сейчас все изменилось. И проблема в том, что мы не объясняли немцам. Немцы не знают реального положения, нашего положения, как Россия нас оболгала, как она нас представляет радикалами, фашистами, исламистами. Они не знают. Им приходит материал, они нас депортируют. Депортировали. Мы по этому поводу проводили митинги и так далее. Это все остановилось. Здесь реагируют. Здесь есть один парень, Микаил Мализаев. Этот Микаил Мализаев был представлен радикалом. Его жену и детей выслали в Россию. Его самого избили. Российские вот эти разные пропагандисты, журналисты, под видом журналистов пришли к нему. Избили его.
Его самого хотели, а он сделал видеообращение на чеченском языке, которое можно было интерпретировать, как будто что он создает какие-то группы. У него в голове этого не было, я просто знаю этого парня. В голове даже не было создавать какие-то там группы, что-то там плохое делать, там, нарушать закон и так далее. Но он говорил, давайте давать отпор. В информационном смысле, вот в этом смысле он имел в виду. Ну, его представили радикалом. Его представили исламистом, что он хочет создавать здесь джамааты для нападения и так далее. Я был с этим человеком тогда на связи и прекрасно знаю, что он говорил, зачем он это говорил и так далее. И против него уже было возбуждено дело. И нам удалось сделать так, что полностью дело закрыли. Полностью. Вот после этого, как не проникнуться к уважениям к этой системе? Ни к народу, ни к государству, просто системе правоохранительной, которая так себя повела. Убили здесь Зелимхана Хангашвили. И с Микаилом Мализаевым все обошлось. Он сейчас в Германии. Его семья, правда, уже вывезена, уже она находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, но он здесь остался. Дали позитив, и у него относительно все нормально. Он, кстати, ведет блоги, там продолжает дальше вести свою информационную борьбу. Убили Зелимхана Хангашвили. Его убийцы были задержаны. Его убийцы был задержан, арестован. Вадим Красиков. Ему дали пожизненный срок, максимальный срок, который здесь возможен в Германии. Россию признали заказчиком этого террористического акта. Это и прям прямая формулировка Берлинского земельного суда была о том, что за этим убийством, за убийством Зелимхана Хангашвили, чеченского воина, что за этим стоит государство российское, и что это террористический акт. Что за этим стоит правительство российское. Вы понимаете, чего это стоило Германии? Вы понимаете, как это было трудно все? Портить отношения, объявлять Путина, Россию террористическим государством. Это же не просто политические моменты. Там огромные деньги, экономическая связь. Ведь Россия продавала огромное количество газа, машины, ну все оборудование немецкое, все торговалось с Россией. И это все нужно было оборвать. Только лишь из-за одного чеченца. Один всего лишь чеченец был. Поэтому любой чеченец, любой кавказец, любой мусульманин, который меня услышит, который совершит что-то против Германии, клянусь Аллахом, а я знаю Коран лучше, чем ваши все пропагандисты, которые вам по ушам ездят и здесь в телефоне вам, в смартфоне вам это все рассказывают. Клянусь Аллахом, вы враги Аллаха будете. Вы слуги ФСБ, слуги сатаны будете. Германия виновна перед евреями и цыганами, и другими народами. И они признали эту вину и считают себя освобожденными от этой нацистской идеологии. И с большим уважением относятся и к евреям, относятся и к цыганам. Особенно к евреям, которых 6 миллионов человек, большому сожалению, большой трагедии истребили, убили, сожгли, в печах сжигали, травили газом. Это правда, это не выдумка. Это абсолютное 100%. Я видел эти концлагеря, я ходил там, был, есть материалы уголовного дела и так далее. И сейчас раскручивается такая пропаганда, что вот там Израиль в секторе Газа там занимается жестким уничтожением хамасовцев, ну и блокирует арабов сектора Газа. Мерц, нынешний канцлер, впервые в истории, хотя немцы очень деликатны в этом вопросе, немцы никогда не скажут ничего, даже против чеченцев, прямо называя национальность. У них вот выработана с тех пор вот историческая память. А к евреям они личную считают до сих пор.
лично считает, что они виноваты. И Фридрих Мерц сказал, что он не понимает то, что сейчас делает Нетаньяху, то, что вот там в секторе Газа происходит. Евреи, проживающие в Германии, не имеют никакого отношения к тому, что делает Нетаньяху. Германия, немцы не имеют никакого отношения к тому, что делает Нетаньяху. Они виноваты перед ними, но они не виноваты в том, что сейчас кто-то что-то как-то делает. Поэтому любой человек, который совершает против Германии здесь что-то, автоматически является слугой ФСБ и именно делает это для ФСБ. Если вы хотите что-то сделать, даже против российского посольства нельзя. Категорически, даже против российского, которое убило 300 тысяч наших, более 250 тысяч наших граждан. Всех национальностей и всех вероисповеданий. Даже против них не имеете права вы сделать. Даже против русских, которые здесь находятся. Даже против российского посольства не имеете права делать. Потому что это напрямую касается Германии. Мы заключили, а нам Коран говорит, Ислам говорит, заключил договор, не нарушай. Если ты нарушаешь договор, ты лицемер, ты предатель. Аллах не любит предателей. Если вы что-то хотите сделать, вы можете поехать в Украину, там театр боевых действий. Хотите что-то делать, езжайте в Россию. С Россией у нас нет мирного договора. Вы имеете право наносить только там по военным объектам. Я не призываю вас это делать. Я вас призываю на территории Германии не совершать ничего, что навредит Германии. Только лишь потому, что вам кто-то промыл мозги, кто-то вам объяснил. Мне тоже эти мозги промывали. И мне тоже было 18 лет, 20 лет. Я тоже верил разной пропаганде, пока сам не начал изучать. И Коран сам не начал изучать, и ситуацию не начал изучать. И до сих пор, мне уже под 50, до сих пор я для себя каждый день что-то новое открываю. Поэтому не думайте, вот этот юношеский максимализм, когда вы думаете, что вот вы постигли истину, вы все знаете. Нет, вы не постигли истину. Истину так легко не постигают. Для того, чтобы постигнуть тот же ислам, ту же систему политическую, нужны годы обучения, десятилетия даже. Некоторые посвящают исламу всю свою жизнь. Вот такую брошюрку, такую мелкую открывают. Вот смотрите, написано. Вот здесь написано. Это не работает так. Для того, чтобы ты должен чему-то обучать людей, о чем-то призывать людей, ты должен десятилетия, всю свою жизнь посвятить этому. И только после этого тебе придет осознание, просветление и так далее. Поэтому любой, еще раз, кто совершит хоть малейшее преступление на религиозной, политической, идеологической основе на территории Германии, являются врагом Аллаха, врагом чеченцев и является слугой и собакой ФСБ. Запомните это. Я вам это говорю, как человек, который и ислам знает, и законы знает. И никакой пощады к вам не будет. Ни у кого. Понимаете? Ни у нас, чеченцев, к вам не будет. Ни у немцев, добросердечных немцев не будет. Понимаете? Потому что это будет пресекаться на корню. Это коснется всей вашей семьи. Ваши семьи, вы-то, может, там сдохнете, как собака, как использованная собака ФСБ. Ваши семьи пострадают. Ваши родственники пострадают. Если им угроза на России, их выкинут на Россию, не задумываясь, всех. Кто с вами был рядом, кто с вами разговаривал, те сядут в тюрьмы, у тех будут огромные проблемы. Их занесут в список террористов и так далее. Вы-то сдохли, все, вас нету. Поэтому задумайтесь, насколько опасно то, что вы делаете. Сейчас вы делаете то, что нужно именно России и ФСБ. Это 100%, я вам говорю. 100%. Я никогда не вру, вы знаете, кто меня смотрит, я знаю, меня молодежь смотрит, многие меня хоть и недолюбливают, но смотрят, даже те, кто недолюбливает.
Потому что не нравится вся правда, которую я говорю, и она расходится с той пропагандой, которая им навязывается. И про меня очень много слухов распускают. Поэтому запомните, я первый буду, кто будет вас каждый день вот в эфирах плевать в вашу могилу, на ваш труп и говорить, это собака ФСБ была, это собака сатаны была. Запомните это. Запомните, вы не будете героями, и в рай вы не попадете. Запомните, вы будете инструментом ФСБ, одноразовым использованным инструментом. Запомните. Так, давайте перейдем к вашим комментариям, друзья. Так. Божественно, витаю тебя. Ва алейкум ассалам, Тафи. Нашему народу нужно западное образование. Абсолютно, нам нужно образование. Абсолютно с тобой согласен. И западное, конечно же, у нас огромное количество молодежи получает здесь образование. У нас заканчивают школы здесь, гимназии заканчивают, в университетах учатся люди. Но проблема у нас в том, что мы находимся в разработке ФСБ. Мой канал и я лично хорошее подтверждение этому. Вы можете обратить внимание. Я их враг, как и наш президиум, и все настоящие борцы против вот этого ФСБшно-террористического режима. И весь наш народ находится под пропагандой, под прессом. И человек, который годами верил во что-то, ему очень трудно доказать обратное. И у них, знаете, такое раздвоение, шизофрения такая, полная шизофрения у людей происходит. Они находятся в двух реальностях. Они из-за мусульман, из-за ФСБ. Непонятно, да? Очень странно это как-то получается. Их бомбит ФСБ, их бомбит российская армия, их убивает более 250 тысяч российская армия. Они не любят американцев, евреев, немцев и так далее. Это полная шизофрения. И мы находимся под этим стрессом, под этим прессом. Под этим прессом. Поэтому среди нас завербованы есть агенты, лицемеры, фашисты самые настоящие. От них нужно избавляться, их нужно выявлять. Но это большая работа, которую не только я один должен делать. Мы должны это все вместе делать. Асан, ты не представляешь просто, на каких высотах наши люди. Что ты имеешь в виду, на каких высотах? Салам с Харькова. Салам, Анатольевич. Спасибо за подарок, кто мне сейчас закинул подарок. Спасибо, друзья. В Германии легче учиться, поэтому многие едут туда получать образование. Да, слава Ичкерии, слава ЗСУ. Героям слава, Анатольевич, героям слава. Так, давайте посмотрим, что в Ютубе вы пишете. Так. Привет бандеровцам и фашистам. Вы нам ответите за Иркутск, за Мурманск, за Брянск, за Курск. Слава Русне, говорит Алишер Ибрагимов. Эй, ты, кочегар. А кто ответит за Грозный? А кто ответит за Катырюрт? А кто ответит за Самашки? А кто ответит за Алды? А кто ответит за всю Чеченскую республику Ичкерия, за убитые более 250 тысяч? А? Алишер, кто ответит за это? Кто ответит за Грузию? Кто ответит за Алеппо, за Сирию, за Идлиб? А кто ответит за Украину? А?
Скотина ты подхолопная. Кто за это ответит, скажи мне? Шалом, мститель, шалом. Здравствуйте, как вы относитесь к украинской операции «Паутина»? Градиент. Отличный вопрос. Сегодняшний свой стрим я назвал «Киев шокирует мир. Удары по России без США. Трамп теряет контроль». Я отношусь к этой операции так же, как относится весь мир. Я ничем не выделяюсь от всего мира в этом контексте, потому что это уникальная операция, супер профессионально подготовленная и исполненная операция, которая нанесла и военный урон, так и моральный урон фашистской России и ее банд армии и ее ФСБ. Поэтому что я могу сказать? Слава ЗСУ, слава Украине, слава великому украинскому воину. Вот что я могу сказать. Валейк салам, Самир. Ислам молодая религия, и, по моему мнению, это вероисповедание сделано на основе Библии. Но насколько нужно быть некомпетентным, чтобы такое заявлять? Во-первых, всем известно, что ислам самая молодая религия. Это 7 век нашей эры. Как известно, христианству 2000 лет, а иудаизму 3-4 тысячи лет. И ислам в самом Коране признает и Иисуса, и Моисея, Мусу, и Ибрагима, Авраама, и всех-всех-всех признает и говорит, что мы люди одного Писания, и всех и христиан, и иудеев считает людьми Аль-Китаб, то есть людьми Писания. Такое заявлять открытие на основе Библии. Конечно, и Библия, и Тора, и Коран. Коран говорит, что это одно учение. Вы такое открытие сделали, вы просто гений. Ой, какие же вы необразованные просто. Открытие здесь. Конечно, Иисус Христос, Иса, пророк, нами почитаемый и уважаемый человек, понимаете? И вся вот эта навет, обман, что христиане наши враги, всеми надо убивать, воевать, это ложь. Ислам этого не говорит. Ислам говорит, что они говорили одно и то же все. Понимаете? Поэтому повторяется, что от Адама произошли все люди и Евы, что ну там и все остальные идут пророки, посланники и там разные исторические события повторяются. Что в Торе были, что в Библии были, что в Коране. Невероятно просто. Откуда вы беретесь такие? Так.
на твоем ютубе блокируют российские СМИ. Где демократия, где свобода слова? New Shorts, знаете, вы так любите ссылаться на демократию, но почему-то мой канал запретили. Мою правозащитную ассоциацию объявили экстремистской. Хотя у нас исключительно только лишь мир. Вы ссылаетесь на демократию и начинаете тут разные там сказки нам рассказывать, что нужно соблюдать демократию. Ну, во-первых, я ничего не блокирую, а вот мой канал заблокировали. За что мне такая честь, а? За что меня так удостоили меня такой высокой чести, да? Быть врагом фашистской русни, да? Позор тому, кто не является врагом фашистской русни. И еще им давайте демократию подавай, разрешай им все. Да, конечно. Вы вот этим и лезете сюда. Вас отсюда нужно зачищать просто, да? Как американцы японцев зачищали. Есть еще другой способ, как зачищали. Это как русские Ичкерии зачищали людей. Как вы концлагеря из всей республики сделали единый концлагерь, и там просто людей перемалывали. Но я этого не могу вам даже пожелать. Даже этого я вам не могу пожелать. Ну вот как американцы с японцами сделали. Вот многих нужно депортировать отсюда или нейтрализовать. Потому что представляете угрозу, террористическую угрозу. Понимаете? Тарашка падет перед Китаем. Уже Хайсам, уже. Рашка уже отдала территории. Вы думаете, почему севернокорейские прокси китайские войска находятся на территории России? Они в первую очередь находятся, чтобы в случае бунтов подавлять эти бунты, охранять стратегически важные объекты, но и занять земли, которые им уже Путин отстегнул, отписал. Вы увидите, по окончанию этой войны хорошая такая добрая часть бывшей Российской Федерации отойдет к Китаю. А это уже решено. Тебя даже лайкнул, чувак, говорит. Спасибо, Юрий. Лайкайте. Твой канал заблокирован. Да, News Short. Мой канал заблокирован на территории фашистской России. Это правда. И если бы мой канал не заблокировали бы, я бы считал бы, что я делаю что-то недоделываю. Неправильное что-то делаю. И еще раз говорю, меня очень удивляет, почему некоторые миллионники каналы их не блокируют. Почему? Объясните мне. В чем секрет? В чем секрет? Так. Валейкум салам, Абдулвахаб Адамов. Так. Ассаламу алейкум. Какое ваше мнение про страну Черкесия? Получится ли вернуть нам эти земли? Ва алейкум ассалам, Кантемир. Я считаю, что черкесы не только получат, они обязаны получить, обязательно получат свою страну.
И нужно объединиться черкесам. Мы проходим путь, который над вами уже совершен. Нас тоже дробят, 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 дробят. И причем, знаете, это так искусно делается, что вы не можете доказать. И как я уже говорил эту мысль, если человек долго во что-то верил, его потом разубедить очень сложно. Его проще еще раз обмануть, чем его разубеждать в этом. Вот такая вот у человека психика. Он не может представить, что он столько лет беззаветного что-то верил, а это оказалось ложью и обманом. Конечно, наши братья-черкесы должны восстановить свою независимость, свой суверенитет. И это очень-очень нужно и нам в том числе, нам, чеченцам. Обязательно получится, и нам в этом направлении нужно работать все вместе. Все вместе. Россия уже проиграла, впереди гражданская война алкашей. Баха, большому сожалению, или не знаю, как это будет правильно сказать, да, я думаю, вы правы. Я думаю, что Россию ждут большие-большие потрясения, взрывы, убийства, войны и так далее. И кормовая база сужается, людей, прошедших боевые действия, получивших обкатку на войне, много, видят всю несправедливость. Самые большие обманутые в этой войне были русские националисты, я считаю. Русские националисты были больше всего, это был передовой отряд ФСБ, вот этих террористов, которых они насылали, вот эту ненависть этих нацистов, русских нацистов, использовали. И эту войну они начинали при помощи этих нацистов. Во главе, как мы знаем, Гиркин и другие ФСБшники. И потом их же в расход и пустили. И сейчас их стачивают, их сейчас заканчивают. Но все равно идеология остается, люди с опытом остаются, они возвращаются. И Путин в том числе боится поэтому остановить эту войну, потому что эта вся масса может хлынуть на них. Поэтому готовится сейчас на Кавказе, чтобы туда переправить вот этот негатив, вот эту энергию отрицательную, которая может вернуться в Россию, направить куда-то в другое русло. Потому что без войны ФСБ становится объектом для нападения. Потому что сразу всем понятно, кто стоит за этим. И сразу все и так знают. Уже многие прекрасно понимают. Особенно кто в теме, кто воюет, кто в этом участвует. Ну, не дебилы, конечно. Напрочь отмороженные дебилы никогда ничего не поймут, хоть 10 войн пройдут. Но есть думающие, образованные люди, среди русских их достаточно. И уже просыпаются, ну, военные просыпаются, чтобы перехватить инициативу или же попробовать что-то сделать. Но я думаю, как правильно вчера, по-моему, Аят сказал, что они маргинальны, у них нет сил. Народ все равно не пойдет за этими ГРУшниками, военными. Это все одним миром мазанные. Что ФСБшники, военные, российские, русские военные, вот это все время жили себе под этим ФСБ и совершали все преступления. И их все устраивало. Так какие они патриоты? Ты же должен присягать народу. Ты кому присягаешь? ФСБ присягаешь, что ли? Если ты народу присягаешь, то ты служишь народу. А если ты присягаешь ФСБ, служишь ФСБ, то ты такой же, как ФСБ. Какой от тебя толк? Поэтому русские не уважают. Может, говорить они боятся, но прекрасно знают, что и русские военные ничего не стоят. А сами организоваться у русских большая проблема в этом смысле. Потому что они дезориентированы и атомизированы, разделены просто. Просто разделены. И деньги заканчиваются, совершенно верно. Деньги заканчиваются.
Рашизм гниет и догнивает. Да, русизм особая человека ненавистническая идеология. Да, она разваливается. Амарико. Дуже дякую, Амар. Рогорахар. Так, куда я перелистал тут? Машо, спасибо. Баркал Дересволь. Привет, Харьков. Друзья, всех я вас приветствую. Так. Весело. Мне можно просто, я не буду вам ничего отвечать, буду просто ваши комментарии читать. Очень весело вы тут общаетесь. Так, привет, Гамбург, привет. Приветствую всех. Да, Андрей, вы правы. Россия, Андрей, ждете развала Рашки, так она не развалится. Андрей, я полагаю, она просто сгниет. Просто сгниет. Ладу шуа кахтери либерти форса. Нет, модераторов нет. Я предлагаю вам бороться с этими троллями, которые здесь общаются. Сколько Россию хоронили, она существует тысячелетия вокруг нее, и в нее объединяются империю российскую, советскую, а деграданты типа этого тявкают из-за бугра. Василий Терехов. Ну смотри, Россия становилась больше, меньше, это же такой процесс, как ты понимаешь, Советский Союз был, Советская империя большей. Сейчас пытается империя снова восстановиться, такой реванш. Ну, как ты видишь, не получается. И Россию ждут тяжелейшие времена, просто тяжелейшие времена. Поэтому я вам советую, если вы реально думаете о людях, о том, чтобы выйти из этого болота, не поддерживайте то, что делает ваша ФСБ, которая организовала, и за деньги, заметьте, на вашей территории никто не воевал. Вот там на второй год, на третий год там украинцы Курск заняли, часть Курска. А так вы же напали, вы же оккупировали с 2014 года. Это только Украину, если брать. Да? Некоторые любят с Украины, как будто все начиналось. А была же Грузия в 2008 году.
Сирия была в 2011, 2012, 2013. Ичкерия была, которую вы тоже договор подписали с нами. Все, живите, вы первая советская республика, из которой вы вывели свои войска полностью. Это ли не факт признания был с вашей стороны? Признали, вывели войска, дали там провести выборы президента, парламента, мы зажили. А вам потом нужно было начать вот процесс воссоздания новой этой колхозной империи своей, советско-колхозного типа. Ну, да, Ичкерию вам отдали. К большому сожалению отдали. Просто невероятно, как это несправедливо. Грузию отдали. Сирию вы бомбили, а в Украине вот пятачок хрюн засунул, а его раз за пятак схватили. Вот и все. А теперь у вас по-другому все заговорилось. А все дело в вашем империализме. Путин самолет из колен поднял. Отлично. Слава независимой Ичкерии. Спасибо, Богдан. Героям слава. Слава Украине. Так, ну я смотрю. Я просто зачитываюсь вашими комментариями. Очень интересно. Кадыров тебя перевоспитает, говорит. Вот смотрите, ССС, да, у тебя ник. Я каждый раз это говорю и сразу ставлю вас в неловкое положение. Просто я вам этим уничтожаю вас полностью. Когда вы мне говорите, Кадыров тебя перевоспитает, Кадырова на тебя нет, тебя Кадыров накажет и так далее. Вы уже сделали все с моими родственниками, что только возможно. И пытки были, и уголовные дела были. От меня все отказались. И я от них всех отказался. Мне просто неинтересно. Но дело не в этом. Дело в том, что вы, убив более 250 тысяч наших граждан, оккупировав всю нашу территорию, за своим этим железным хламом всем, заполонив нашу республику, нашу страну, не нашли русского витязя, которым можно было бы угрожать чеченцу. Понимаете? Ваше моральное состояние говорит о том, что вы подсознательно нас не можете себе покорить. И вы насылаете на нас Кадырова. Нет сказать какого-нибудь там русского витязя, какого-нибудь вашего там убийцу какого-нибудь, кто у вас там. Полно просто этих головорезов, убийц, как у русских, их ни у кого нет. И вы все равно пугаете чеченца кадыровцем. Понимаете? Насколько вы ничтожны. Задумайся над этим. На досуге после стрима я тебе дам возможность подумать. Даже можешь комментарий по этому поводу под видео после стрима написать. В моем городе, Украине, есть улица Дудаева, и я этим горжусь, великий человек. Да, Богдан, в нескольких городах уже открыли улицы. Спасибо, Украина, спасибо. Украина признала нашу страну оккупированной, и то, что над нами совершен геноцид. Верховная Рада Украины.
Честь и хвала тебе, Украина. Честь и хвала. Русский Витязь пьет водку и завидует. Да, и пугают они Кадыровым просто. Представьте себе. Оккупировали территорию, русская армия, великий русский завоеватель, все такое. Они каким-то Кадыровым прикрывают. Причем этот Кадыров, его отец, призывал убивать русских. Убивайте больше, сколько сможете, как можно больше их убивайте, говорил Кадыров. Представьте себе, его отец Рамзана Ахмад Кадыров. Они пугают нас Кадыровым. Вы задумайтесь просто. Невероятно. Неужели, Дел, не нашелся ни один русский Витязь, с кем могли бы вы нас припугнуть? Не нашелся. Понимаете? Вы морально, вы уничтожили, всю республику вырезали. Вы пропустили через жернова концлагерей все, практически все мужское население. И все равно вы понимаете, что мы морально над вами стоим. Вы не можете нас никак не покорить. И вы это понимаете, самое главное. Понимаете? Это обидно, наверное, даже на такую правду. Да, герои у них мощные. Ичкерия есть, была и будет. Слава Украине. Остав вперед. Героям слава, чеченец. Героям слава, Маш Вовель. Так, что у нас? Тишина в ТикТок. Либерта, скорее всего, они планируют у нас начать вот эту всю ситуацию, большому сожалению. Очень сильно они пытаются, мы это уже видим, уже первые шаги уже они делают в этом направлении, стравить нас с дагестанцами, с аварцами, с кумыками, с другими народами. И готовится эта ситуация, большому сожалению, да, готовится. Да. Но мы должны быть готовы, мы должны наших дагестанских братьев, кто не является подстилкой русских фашистов на Кавказе, эти разные ФСБшники, ГРУшники, военные, вся вот эта бандитское поголовье нормальных людей мы должны призывать, чтобы мы не враги, мы никогда не были врагами, всегда Россия нас стравливала, друг на друга стравливала друг с другом. Но и мы должны понимать, что сейчас нас хотят снова стравить. Мы не должны на это поддаваться. Мы должны об этом объяснять, говорить об этом, призывать, чтобы не было этих конфликтов. Есть специально подготовленные, раскрученные, распиаренные разные там спортсмены, которые, конечно же, ничего не скажут. Когда на войну отправляли дагестанцев, ни один дагестанский спортсмен не выступил, не сказал. Когда на войну отправляли чеченцев, ни один чеченец не выступил. Но в Сирию, или как ее, в Палестину захотели, давайте мы пойдем в Палестину провокацию делать. Но, увы и ах, и это не получилось, потому что люди уже не дураки. На Кавказе, и в Дагестане не дураки живут. И в целом на Кавказе все уже прекрасно понимают. Просто не надо дать нашей молодежи туда втянуть. Мы должны просто постараться ее выдернуть. Это кого мы сможем переубедить, мы их спасем. Мы не дадим их убить, там, пострадали, чтобы они и так далее. К большому сожалению, готовится, что сейчас, если в Украине война остановится, эта вся банд-армия может быть переправлена к нам на Кавказ. Лайт абсолютно верно. Он общается с нами, говорит, Лайт, с людьми, а не с вами ботами. Совершенно верно. Друзья, покажите, что вы есть, покажите своими комментариями, вот этих ботов забейте. Заодно вы раскрутите наш стрим, и мне интересно, и я постараюсь честно ответить на все ваши комментарии, на все ваши вопросы. Потому что на этом канале не врут. Ничем, никому. Я абсолютно независимый человек.
Никто меня не финансирует. И если меня кто-то за деньги сюда посадил бы, я бы себя не уважал бы. И что-то, если бы я говорил бы за деньги, ради денег и так далее. Только ради правды. Для того, чтобы восторжествовала справедливость и правда. Богдан, спасибо, чеченец, говорит. Богдан, желаю вашей стране, вашему быть независимым от оккупационного государства. Спасибо, брат. Как же надоела эта рашка всем, даже людям, которые в ней живут. Спасибо, Богдан, спасибо. Да, полностью с тобой согласен. Полностью. Алейк салам. Ты меня, Алекс, на боишься, не боишься, не бери. Это со мной не работает. Со мной не работает. Why an American flag? Забыл тебя спросить. Ассаламу алейкум. У многих сильно подгорает. Похоже, точку попадаете. Алейкум салам, Нуры. Да, мы бьем строго в точку. Строго просто. Ненавидят, вы даже не представляете. Подгорает страшной силой просто. Амин, мэр, амин. Амин. Ну, вы видите, на оскорбление перешли. Ну, зачем вы оскорбляете? Ну, хотите общаться, общайтесь. Нет, я вас сейчас просто всех забаню просто, и все, и не будет вас. Так. Чеченищен Борз, где, ассаламу алейкум, говорит, где твоя борода, брат, говорит. Ты немножко уже опоздал лет на 5, на 6 с вот этим своим вбросом, да. Здесь проблема не в бороде, здесь у бороды ищут мужчин, понимаешь, мужчин не хватает. Бород много, мужчин не хватает, да. Где мужчины, скажи мне, Чечен Борз, да, с таким мощным ником, где ты? Где вы, где все, где вы, почему вас не видно, почему вы не уходите на митинги, почему не ведете стримы. Вы здесь в стримах сидят там разные только
донаты в ТикТоке собирают, там разные там эти, как их там, подписчиков собирают, сидят. Ни про слово, ни про то, что геноцид в Чечне идет, людей на войну отправляют, ни про геноцид, который Русня сотворила. Ничего нет. Сидят такие здоровые репы там сидят и несут разную чушь. Есть один канал здесь, который религиозники такие сидят с бородами, как все положено, да, как вам пропаганда прописала, короче, вот бороды там отрастили, и вот за этим больше ничего нет. И вот я зашел на канал, смотрю, Израиль, Палестина, там кафиры, мафиры, ни слова про чеченцев, ни слова про чеченские проблемы, ничего нет. Почему нет? Почему? Потому что заказ выполняют, потому что не работают на чеченцев, работают на кого угодно в этом мире, только не на чеченцев. Вот почему. Их каналы не запрещают, они там такие вещи говорят, там и радикальные даже, нет, пробросы бывают. Но против Израиля, значит, России не запрещают, потому что враги Израиля – друзья России. Вот вам объяснение почему. Вот так вот. А вот демократов, чеченцев настоящих не любят, правозащитников не любят. Понимаете? Мы тут говорим только правду, а правду не любят. Очень жаль. Салам всем свободным людям, салам, брат Астан. Салам, дорогой Эд, салам. Что за арест был у вокзала в Москве? Прокомментируйте. Артем, я не люблю, когда вот эти вбросы обычно бывают, пропагандистские, их сразу подхватывать и комментировать. Но я могу сказать, что вот эта помойка, я уже по-другому, извините, Радио Свободы назвать не могу, Кавказ Реалии, там по-другому еще его называют, отвратительные просто вот эти все каналы, сразу же чеченец, чеченцы. Какие это чеченцы? Это ваши россияне, ваша российская милиция задерживает российского какого-то гражданина на вокзале. Рядом идут российские железнодорожники, российская милиция, российская полиция идет. Все это ваше. К нам, чеченцам, не надо относить. Это ваше все. Это нам не нужно это пристегивать. Вот есть такой инсайдеры, да, канал такой есть. Я вот буквально сегодня комментировал, я не посмотрел это видео, потому что просто противно было это все смотреть. Сейчас я найду этот момент. Вот он этот, The Insider. Вот, смотрите. Буквально вам 10 секунд дам прослушать. Далее Insider Life. Мошенники-кардеры и чеченец-нашист из ФСБ. Мошенники-кардеры, это хакеры, которые картами там, банковских карт там что-то снимают. И чеченец-нашист из ФСБ. Понимаете, да? Мошенники-кардеры, их национальность не упоминается. А чеченец упоминается. Да это вот, это самый настоящий фашизм. Это русский фашизм, который демонстрирует свою вот эту российскую фашистскую демагогию. Понимаете? И вот что постоянно, везде про чеченец. Какой это чеченец? Это ваши ФСБшники, там нет национальности. Там все есть, и армяне есть, и евреи есть, и русские есть, и ингуши есть, все там есть, понимаете? Нет чеченец. Это самый настоящий фашизм, который и Радио Свобода этому попустительствует, не только активно участвует.
А вы обратили внимание, «Голос Америки» закрыли, уже 2 месяца не работает. Как после этого не сказать: Господи, благослови Америку и Дональда Трампа? Как после этого не сказать? Ну, очень много таких разных непонятных вещей, которые здесь происходят, которые постоянно выставляют чеченцев крайне. Какие чеченцы? Эти чеченцы, если им дать возможность, они меня бы разрезали бы на куски просто. И приносили бы русскому царю и говорили: вот там русский хозяин, смотрите, мы его на куски порезали. Вот эти чеченцы, как вы их называете, это не чеченцы. Это предатели чеченского народа. И они россияне. Они берут своего россиянина за что-то. Берут. Вы что, первый раз такое видите, как российские менты забирают кого-то? Тот там что-то говорил, и там про чеченцев и ислам. Про чеченцев и ислам. Да вот посмотрите, каждый день, каждый божий день сидят русские там, русская община, русская там фигня какая-нибудь, еще что-нибудь. Что только не говорят. И про ислам говорят, и про чеченцев говорят, и про приезжих говорят, про кого угодно. Их никого не трогают. А тут, видимо, вначале говорили бизнесмен, бизнесмен. Теперь начали говорить блогер. Блогер, типа, не бизнесмен. Да за бабки его там что-то не поделили. Что-то там случилось, зацепили и утащили. Ну и за это себе делают пиар и заодно пачкают чеченцев. Вот как здесь в Германии делают. Вот здесь бороды отпустили. Никогда я их, когда Сирию бомбили, я их призывал: выходите на митинги, наших братьев убивают там, вы же все братья мусульмане, вы же самые такие турбо-мусульмане, выходите на митинг со мной. Никто со мной не уходил. Безбородые со мной уходили на митинги, да, за братьев мусульман. Немцы выходили, украинцы со мной выходили, а эти не выходили. Евреи со мной выходили, а эти не выходили. Убили Хангашвили Зелимхана. Воин, защитник чеченского народа, воевал, сражался. После этого был в Москве, в Берлине подло в спину выстрелен, убит. Да уходите, чеченцы, вы, братья мусульмане, давайте, иншаллах, машаллах, выходите. Никто не вышел. Суд был, да несколько месяцев шел суд. Я с Гамбурга ездил 300 километров туда, каждый раз звал. Никто не пришел. Ну где же вы тогда все? О чем вы говорите? Рассказывают нам тут, да, чеченцы кого-то арестовали. Нет, это не чеченцы, да, не чеченцы, это ваши россияне. Что тут у нас случилось? Что такое? Доступ к трансляции заблокирован. Вот вам, смотрите. Мне жалобы поступают. Так. Так, одну секунду. Взяли и заблокировали мне эфир, представьте себе. В ТикТоке нажаловались. Сейчас, одну секунду. Разжигает ненависть. Так, вот смотрите, пользуется демократией, да? Нет, конечно, как я суть назад. Так. Ну вот, взяли, вы сможете проводить эфиры как автор, участвовать в трансляции, как гость. Вот так вот. Скажите мне, где это видано, да, демократия? Про демократию мне тут кто-то рассказывал. Ну, ясно, этот китайский ТикТок, где он атакует. Ну, давайте, пока американский YouTube еще работает, продолжим наш стрим. ТикТоку заблокировали.
Вот так всегда борются с нами, как только могут. Это специально. Не можешь русский человек обманывать своих. Да, не может, точно. В 99 году дома взрывал не Патрушев с Путиным. Они сами взорвались. Сейчас и здесь блок на тебя. Конечно, у вас целые там сидят эти, пишут, бедолаги, да, мучаются. Ну да ладно. Обойдемся без ТикТока. Че, впервой что ли? Так. Читаю я тебя, читаю. ТикТок, коммунистическая контора китайских спецслужб, ты пишешь. Да, этот человек оскорблял, ты говоришь, матерей задевал. Ну да, там был какой-то брос, пьяный сидит, что-то говорит. Какой-то там сказал, там что-то про женщин сказал. Может быть, про женщин сказал. Да какая разница, что там сказал, что это в первый раз, что ли? Кто-то другой не говорит, что ли? Да нет, это все накручивается специально. Получается, провокация готовит к чему-то. Что вы имеете в виду, Артем? Что ты имеешь в виду? Так. Взяли мне ТикТок, заблокировали. Вот, выпустили вашего эту с фингалом. Ну, из русского плена без фингала было бы странно, если вышел бы. Так что вот такие вот дела. Так, мы уже сколько? Ну, давайте посидим раз. Остался только один источник. А ты денег, Руслан Курбанов, прислать не хочешь? Ты работаешь, спрашивает, или на пособие? Ты мне денег хочешь прислать? Ты можешь в нашу правозащитную ассоциацию пожертвовать. Все деньги уходят чисто на благотворительность и там обслуживание сайта там и так далее. Поэтому, да, Руслан, присылай денег. А так я работаю, конечно. Конечно, я работаю. Уже давным-давно не получаю пособие. Как только получил разрешение на работу, с тех пор работаю. Тиктокер ничего не приносит, мало приносит ТикТок. Мало, 30, может 30 евро в месяц, может быть. Если там кто-то забашляет, 50 может. Ну, приезжай, надо поработать, надо отучиться, надо получить профессию. Но это в следующем стриме мы поговорим. Хорошо, Руслан Курбанов? Потом поговорим.
Кстати говоря, я как раз говорил о том, что The Insider, фашистский канал, самый настоящий русско-фашистский канал с русско-фашистской интерпретацией всего. Сейчас посмотрим, где он. Латвии зарегистрирован. Латвии ФСБ. зарегистрирован. Идея И вот, наверное, я это комментировал, они там уловили момент, хотя они так всегда и делают. Я когда о ком-то говорю, они это на меня переписывают, что это я сказал. Жалобы туда забивают. И чаще всего потом, когда я обжалую, и в YouTube так бывает, и в TikTok, жалобы потом снимаются. Но вот жалуются. Жалуются, гады, жалуются. Ну что ж делать, бедолаги не могут победить правду, приходится делать так. Да. Основной видел взрыв Крымского моста? Да, видел, с чем я всех и поздравляю. Отличный был заход. Надо повторить. Варсу Астан, не падай духом, только вперед, салам маршал используй. Делишь салам маршал, говорю, давай, чеченец, давай, туболь. Просто я имею в виду, что можно было бы тихо решить, но они специально, как будто на глазах сотни свидетелей скрутили и в машину закинули. Кстати говоря, Фэнки Соул, ты абсолютно прав. Несут его так спокойненько, а так можно было бы руки заломить и побежали бы быстро, как менты это обычно делают. А тут за ноги, за руки несут в машину, потом номер машины еще замазан, да, то есть снимает как будто свой человек, видели? Только МР только, или как у них там номер правительственный какой-то там. Да, кстати, это тоже. И сразу информационно Кавказ фекалии, голос, этот, как его, радио Несвободы, начали, чеченец, ислам, про чеченца, ислам. И мы давно говорим, сейчас будет переключение внимания на борьбу с международным исламским терроризмом, которым основным архитектором и главным спонсором является Россия. Именно здесь, в Германии, они хотят сделать теракты. И вот это все будет сейчас везде. Такое пазловое программирование идет. Везде вбросы идут. Мусульмане, чеченцы, ислам, мусульмане, терроризм, ислам, Кадыров там и все. И вот это накручивается. Ты очень хорошо это заметил, кстати говоря. Я еще смотрел, когда они его в машину засовывали на этом видео, номер замазан. Что номер замазали, думаю, кто замазал, тот, кто снимал, вроде бы как будто ему помогает вот этому, кого они там похищают, якобы похищают. И потом его сейчас, кстати, выпустили, у него фингал под глазом, как у этого Илона Маска, фонарь такой ему подсветили. Но опять же, может, для красоты сделали. Сейчас будут раскручивать его. И сразу информационно, бам, такая. Надо сменить повестку, что Украина сейчас сбивает эти самолеты, их уничтожает. Крымский мост сейчас атаковали украинцы. Зеленский еще грозится, что у нас еще есть сюрпризики для России. И, видимо, сейчас они перебивают информационный фон. Да, вполне возможно. Спасибо за умные слова. Должен отойти с Ютуба лайк и подписка. Рад был встретить чеченца, который не запуган и не проплачен Россией. До встречи. Привет из Ивано-Франковска, Украина. Удачи, брат. Спасибо. Слава Украине, Богдан. Удачи. Пиар с Блюхера был с постановой. Ромас, я вот тоже, я вначале не придал, значит, сейчас просто не особо обратил внимание. Смотрю, что это Радио Свободу. Вот и смотрите, кто сейчас Радио Свободу, вот сейчас эту новость закинул, об этом начали говорить. Чеченец, ислам, ислам, чеченец. И вот все, это потихонечку уже связывается с исламизмом.
И это будет продолжаться. И мы, чеченцы, и все, кто меня смотрит, мы все должны понимать, что вот сейчас это начинается. Через полгода, через год мы уже забудем это. И уже будут теракты будут, террористы будут, какие-то там люди будут сидеть там. Мы там туда-сюда. Это джихад сделаем, халифат сделаем. Какие-то большевики такие, бородатые большевики, которые весь мир хотят там превратить в какой-то там свой большевистский халифат. И очень это нам знакомо по людям, которые жили в Советском Союзе и чуть-чуть знакомы, что такое коммунизм и вот эта идеология, которая была. Это то же самое повторяется, один в один. И мы сейчас должны этому препятствовать именно информационно. Это очень важно. Сейчас идет мощная информационная война. И вот эти радио свободы, кто вот эти вбрасывает, их фамилии нужно выписывать. Вот провокатор. Хотя он может быть и не провокатор, непосредственно работающий на русню. Ему где-то бабки забашляли, ему какую-то горячую темку закинули. Чеченец там, похищение Кадырова, это всем нравится. И вот закидывается. А есть блогеры, которые только работают по Кадырову. Вот они сидят, Кадыров, там, Мудыров там рассказывает. Как будто других тем нет, как будто Кадыров оккупировал их страну. Это Россия оккупировала. Россия убила более 250 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия всех национальностей и религий. Как-то так. Как думаешь, резиденцию Кафырова взорвут украинские спецслужбы? И я думаю, что удар может быть сокрушительным по нему. Я думаю, что к чему-то там подготовиться. Ну, знаете, Кадыров, кто такой Кадыров? Ну, человек с 3 классами образования. Человек, который, ну да, жестокий, да, садист. Да, полностью подчиняется пехота Путина. И все. А таких и более умных, и более жестоких у России там вагон и маленькая тележка. Нужно бить не по хвосту, а по голове. По Москве нужно бить, по Кремлю нужно бить, по Лубянке нужно бить. Вот где находится центр принятия решений. По ним нужно бить. А Кадыров кто такой? Ну, уберут Кадырова, ну не станет Кадыров. Что, и все? И на этом счастье, не наступит счастье. Нужно бить по голове, как говорил Джохар Дудаев, а не по хвосту. Ну, в любом случае, ни Кадырову, ни его семье я не завидую. Я не могу сказать, что у меня очень хорошее положение, но я хочу сказать, что им тоже не очень сладко, я вам скажу. Потому что, во-первых, они находятся в добровольном рабстве у ФСБ. Ими полностью управляют. Их все мысли, их все действия, это все контролируется. Это просто добровольные слуги ФСБ. Это очень незавидное дело. Они находятся в таком тяжелейшем моральном давлении, что это не объяснить. Просто не передать это все. И, конечно же, когда придет ответ, ФСБ отойдет в сторону, его кураторы разбегутся, и он останется тем, кому он натворил бед. Вот тогда будет спрос. Со всех будет спрос. До единого. Мы, чеченцы, не забываем ничего. Мы не забываем. Предательство мы тем более не забудем. Никогда. Так. Друзья, я тогда на этом свой стрим закончу. Хорошо, 1,5 часа мы в эфире. Время пролетело незаметно, можно сказать. Спасибо, что смотрели, поддерживали, друзья. Завтра будет в это же время, где-то 16. Сейчас у нас 17:34, ну, в 16:00 по Берлину. Будет у нас стрим. Приходите. Давайте вместе вести информационную войну против фашистов, русистов. Слава Украине, все будет Ичкерия. God bless Америка. Ам Израиль, хай, живе Беларусь. Вива Грузия. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Машваль.